Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 22 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Принято принципиальное решение о финансировании Ленского моста. Какую часть возьмет на себя бюджет Якутии? Завтра в Нерюнгринском районе начнут выбирать главу. Наш корреспондент узнал о готовности участковых избирательных комиссий к голосованию. Весна – традиционное время для проведения всероссийских проверочных работ. Что такое ВПР и вообще нужны ли они? Весенняя оттепель никак не может добраться до Южной Якутии. Будут ли продлены сроки санитарного трехмесячника в Алданском районе? Дети играют в спектакль для детей. Герои якутской сказки предстали перед маленькими линчанами в новом свете. Решение президента о выделении регионам России инфраструктурных кредитов под 3% годовых улучшит финансовую составляющую проекта Ленского моста. Об этом заявил глава Якутии А.С. Николаев. Напомним, Владимир Путин сообщил о предоставлении таких займов на 15 лет в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Якутия одной из первых подаст заявку на получение бюджетных и инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. Сегодня уже принято решение о финансировании, исходя из подходов 50% из федерального бюджета, 50% из бюджета республики, а также средства партнеров, сказал Николаев. Из первых Республика Саха-Якутия подаст заявку на получение бюджетных инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. Сегодня уже принято принципиальное решение о финансировании, исходя из подходов 50% федеральный бюджет, 50% бюджет республики и наши партнеры по строительству моста. Конечно же, как раз вот это решение президента коренным образом уже улучшит финансовую составляющую проекта для республики. Около 5000 машин скорой помощи поступят в села, поселки и малые города России. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Такая мера поможет полностью обновить автопарки медучреждений, сказал глава государства. Также Владимир Путин заявил, что всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе. Президент предложил обсудить в ближайшее время проблемы здравоохранения на заседании Госсовета. В целом, выступление главы государства я бы расценил как весьма позитивное, потому что все ожидали чего-то более, как это анонсировалось, чего-то более резкого и радикального, но нет, все прошло позитивно и нормально. Из, безусловно, хороших вещей и то, что будет поддержано обществом, это, конечно, призыв и задача улучшить радикально сферу здравоохранения. Мне кажется, мы все видим, что здравоохранение сегодня находится не в самом лучшем состоянии, да, и здорово, если пандемия будет, ну вот как сейчас принято говорить, триггером или, если угодно, катализатором развития и улучшения качества медицины в целом. Вообще не только то, что касается конкретно ковида, но и медицины в целом. Это, безусловно, положительная вещь, я это только поддерживаю. Эпидситуация в России нормализуется, но коронавирус еще не побежден окончательно. А на это в своем послании Федеральному собранию президент обратил особое внимание. Глава государства призвал граждан соблюдать профилактические меры и обязательно сделать прививку. В Якутию на сегодня поступило почти 114,5 тысяч доз вакцины для профилактики ковида. Из них реализовано более 88% препарата. Первый компонент получили более 100 тысяч, второй свыше 56 тысяч человек. Параллельно в регионе растет число новых случаев заболевания. 82 человека заразились COVID-19 за минувшие сутки. Из них в Якутске 55, в Алданском и Мегино-Кангаласском районах по 5, в Тампонском и Чурапчинском по 4, в Нерюнгринском и Татинском по 3, в Нюрбинском районе 2, в Верхневилюйском районе 1 случай.
Госком ОБЖ сегодня дал старт акции «Предупреди пожар, установи АДПИ». Ее участники должны приобрести автономный датчик пожарной сигнализации, после чего установить прибор на свое усмотрение дома, у друзей или в многодетной семье. После установки необходимо разместить фотографию или видеоотчет на своей странице в Инстаграм и передать эстафету другому человеку. Сегодня инициаторы акции установили первую сигнализацию в квартире многодетной семьи Кемистюровых. Детям подарили вкусные и полезные подарки. Как рассказала Кюней Сергеевна, она одна воспитывает 5 детей от 2 до 17 лет. Ее дом по улице Дежнева дважды горел, так что сигнализация здесь будет весьма кстати. Сегодня мы находимся в многодетной семье, в семье Кюней Сергеевны. У нее 5 детей, и мы сегодня установили автономный пожарный извещатель. И в рамках данной акции я передаю вызов руководителю управления государственного строительного и жилищного надзора Аргунову Павлу Анатольевичу и руководителю государственной противопожарной службы Аялу Нуфриевичу Вензе. Штраф за выезд на закрытую ледовую переправу для граждан составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Админкомиссия Якутска и ГИБДД начнут проверять соблюдение запрета на движение по уже закрытым ледовым переправам в ближайшее время. Между тем, спасатели уже выявили нарушителей на зимнике Якутск-Нижний Бестях. Для должностных лиц штраф составит от 12 до 15 тысяч рублей, для юридических от 100 тысяч до 1 миллиона. Физлица за нарушение будут оштрафованы на сумму до 5 тысяч рублей. Напомним, ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях официально закрыта с 19 апреля. Тем временем мирнинские спасатели уже усиленно патрулируют водоемы района. Сотрудники МЧС предупреждают людей об опасности, рассказывают о правилах поведения в случае чрезвычайной ситуации. Также сотрудники инспекции по маломерным судам совместно с местными властями проводят онлайн-уроки школьникам, рассказывают о правилах поведения в период весеннего паводка и ледохода. В Мирнинском районе отсутствуют действующие ледовые переправы между населенными пунктами, однако активный отдых на льду пользуется большой популярностью. По дороге в Чернышевск, то есть у нас находится 3 водных объекта, они разных. То есть это река Вилюй, в реку Вилюй впадает река Большая Бутуобия, тоже серьезная река. И дальше мы проезжаем плотину Вилюйских ГЭС, и это уже начинается Вилюйское водохранилище. Массовое место выхода рыбаков для подледного лова рыбы. Если усиливается течение, то лед быстро разрушается. То есть в таких местах мы постоянно присутствуем, разговариваем с рыбаками. Естественно, сейчас весной появляются промоины. Объясняем, что рыбакам, что к краю промоины, естественно, подходить нельзя, это опасно. С начала года в республике зарегистрировано почти 700 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Из них 460 – дистанционные мошенничества и 235 – кражи с банковских карт. Общий ущерб превысил 74 миллиона рублей, что более чем в 2 раза превышает ущерб по итогам того же периода прошлого года, отмечают в МВД. По данным ведомства, в этом году наиболее часто жертвами мошенников становятся люди в возрасте от 30 до 49 лет. Преобладают 3 способа дистанционных хищений: лжесотрудники банка, подложные объявления о купле-продаже и псевдобиржевые площадки, где предлагают быстрый заработок. В ведомстве напомнили, только информированность и безопасное поведение в сети смогут защитить от действий мошенников. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Якутии перепись населения проходит опережающими темпами. В апреле запланировано собрать материалы о количестве и уровне жизни жителей 86 поселков и участков. Из них на сегодняшний день переписчики охватили 60 населенных пунктов. Анкета состоит из 33 вопросов, из них 10 касаются жилищно-хозяйственных условий. Основной этап переписи начнется в сентябре текущего года. В некоторых районах переписчики опрашивают население с помощью планшетов. Они отмечают, что это достаточно удобно и качественный опрос. То есть там контроль и ошибки выдаются сразу, если какие-то есть.
Жители очень активно, очень охотно принимают участие в переписи, доброжелательны. Например, в Устьянском районе, в селе Казачье, долгожительница 101 год приняла участие в переписи и проявила свою гражданскую позицию. Наши переписчики также побывали на таких мероприятиях, как слет оленеводов в Анабарском районе, съезд Чукчи в Нижнеколымском районе и фестиваль рыбаков в Жиганском районе, где также они переписывали население. Завтра начнутся выборы в Нерюнгринском районе. Напомним, на пост главы района претендуют 4 кандидата, представители разных политических партий. Досрочные выборы пройдут в течение 3 дней с 23 по 25 апреля. Екатерина Павлова проверила готовность участковых избирательных комиссий к голосованию. Создание условий для беспрепятственной реализации гражданами своего избирательного права – ключевая задача избирательных комиссий. В преддверии выборов в Нерюнгри ежедневно проходит обучение членов комиссии процедурным действиям, прописанным законом. На различного рода семинарах и практиках члены территориальной избирательной комиссии обыгрывают ситуации дня голосования и подведения его итогов. Наша комиссия работает уже 3-й год. Это уже не первая наша избирательная кампания. Стараемся по максимуму подготовиться, чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Сегодня все избирательные комиссии в районе подготовлены и обеспечены всем необходимым для проведения многодневного голосования. На участках дежурят члены участковых комиссий по приему заявления о голосовании вне помещения или на дому. Участковая избирательная комиссия у нас полностью готова, дежурства идут, заявления люди пишут, обращаются. У нас их на сегодня уже 140 таких заявлений. Это часть из них, конечно, те, которые нам подали необходимые службы, как Управление социальной защиты, в которых их подопечные по состоянию здоровья именно не могут прибыть на избирательный участок, так называемые надомники, к ним будут выезжать участковые комиссии. Сегодня для нерюнгринцев созданы все условия реализации их избирательного права, и каждый имеет возможность выполнить свой гражданский долг. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Весна – традиционное время для всероссийских проверочных работ. Мероприятие охватывает всех школьников страны и является обязательным. Многие считают ВПР дополнительной нагрузкой. Помимо ОГЭ и ЕГЭ, различных контрольных и самостоятельных работ, с начала нового учебного года начинается подготовка еще и к ВПР. В Минобрнауки объясняют, что проверочная работа – это не государственная итоговая аттестация. При этом по ее итогам оценка ставится не только школьникам, но и учителям. Ульяна Шагина разбиралась, для чего нужны всероссийские проверочные работы и почему все их так боятся. В прошлом году из-за пандемии всероссийских проверочных работ не было. В этом же ее решили провести. Причем, насколько сложно было к ней подготовиться из-за дистанта, знают только сами школьники и, конечно же, учителя. С сентября первые темы начинаем, и, соответственно, также начинается и подготовка. В столичной школе номер 21 ВПР уже завершили. Известны даже итоги, они неплохие. Сдача началась еще в начале апреля, контрольные проводились каждый день по разным предметам и разным классам. Особенно не повезло семиклассникам. Русский, математика, биология, география, история, обществознание, физика, английский язык. По всем предметам они сдают контрольные работы. Многие родители и дети воспринимают ВПР как ЕГЭ или ОГЭ. Стресс испытывают обе стороны. Для многих он начинается еще на этапе подготовки. Не учились столько времени, да? А сейчас все стали нагонять. Весна, дети уже отвыкли учиться. Сложно удалось ВПР. Это отрывает от учебы, это основной. Постоянно к этому же надо готовиться. Поэтому... Репетиторы вы нанимаете? Я нанимаю. Как это по кошельку ударяет? Ну, конечно. Надо полагать. Сын как-то не очень сдал в этом году, потому что, видимо, дистанционное обучение или что повлияло на качество учебы. Рособрнадзор призывает учителей не натаскивать школьников на эти проверочные работы. Дополнительных занятий быть не должно. При этом, что делать учителям, если по итогам ВПР по умолчанию оценивается их квалификация, и под гнев муниципальных органов никто не хочет попасть. Мы все время говорим о том, что если есть такая проблема, пусть они обращаются к нам. Мы не рекомендуем ни одному органу управления принимать какие-то решения в виде наказания отдельно взятого учителя. В региональном же Минобре добавляют, что ВПР – это мониторинг системы образования в целом.
Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга российской системы образования, совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях. ВПР не являются государственной итоговой аттестацией. Они представляют собой аналог годовых проверочных работ, которые проводились ранее в школах. Причем решение о том, выставлять ли отметки обучающимся по результатам ВПР, принимают сами школы. Результаты ВПР не влияют на выставление годовых отметок, на получение аттестата и на перевод в следующий класс. При этом есть и родители, которые считают, что ВПР не так уж и плох, так как это своего рода репетиция к предстоящим ЕГЭ. Ожидая от детей высоких результатов, они не забывают о том, что от них зависит общий рейтинг школы. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. В канун празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, узникам концлагерей, а также блокадникам Ленинграда в Якутске подарили сертификаты на прохождение магнитно-резонансной терапии. Сотрудники частной медицинской компании «Виктори Клиник» встретились с членами Совета ветеранов столицы, а также пришли в гости к Валентине Васильевне Ефремовой. Как вспоминает ветеран, ее призвали в 1941 году в 17-летнем возрасте. Девушка служила медсестрой в 4-й ударной армии Балтийского фронта. Прошла всю войну и в мирное время до выхода на заслуженный отдых работала в больнице. В Якутске сейчас живут 36 ветеранов Великой Отечественной войны, 20 блокадников и 5 узников концлагерей. Нас-то вот делает, нам хорошо, а вокруг нас-то народу-то больше, чем нас. И мне как-то даже стыдно, что он мне больше внимания обращает, чем другому человеку, тем живущим рядом со мной. Вот я хочу всем хорошо. Якутяне могут сохранить память о своих родственниках, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне на сайте Победа НВК. Каждый желающий может загрузить фото-видеоархив, оцифрованные фронтовые письма своих предков и другие сведения. Для этого необходимо заполнить форму на сайте. Если вы этого не сделали в прошлом году, сайт Победа НВК уже хранит 4000 анкет. Загрузив данные о герое, вы сможете сохранить память о своих близких и рассказать об их подвиге. Весенняя оттепель никак не может добраться до Южной Якутии. Непрерывные снежные осадки не дают приступить к полноценной санитарной очистке дворов и территорий в Алданском районе. Будут ли продлены сроки санитарного трехмесячника, узнавал Руслан Павлов. Прошло почти 2 месяца с момента объявления санитарного трехмесячника в Алданском районе, а приступить к полноценной уборке территорий в поселениях не дает погода. Зима не отступает, и из всего спектра запланированных мероприятий городские службы лишь чистят и вывозят снег, который валит, как из рога изобилия. По прогнозу Главного управления МЧС России в Алданском районе на всю неделю прогнозируются порывы ветра и сильный снег. Температура будет составлять от 0 до минус 10 градусов. В результате прогнозирования порывов ветра и сильного снега усиливается вероятность аварий на тепло, энергосберегающих и связи. Не успеет солнышко наследить лужами на центральных улицах, как их тут же засыпает приличной порцией снега. Дорожные службы не успевают расчищать и посыпать проезжие части. Тем не менее, для пропуска вешних вод в Алдане усиленно чистят дренажные канавы. То мороз, то теперь потепление и снежные осадки на целые недели. Думаю, что справимся, но спасибо жителям за терпение. Работы находятся под контролем прокуратуры и дорожных надзоров. Да? За ходом санитарного трехмесячника следят контролирующие органы. Учитывая погодные условия, скорее всего, будет принято решение о продлении сроков санитарных мероприятий. Естественно, сроки будут продлены. Действительно, погода у нас не радует, но снег мы вывозим уже более-менее нормально, практически со всех населенных пунктов вывезли. И по сходу снега будут обязательно проведены рейдовые мероприятия, в том числе по ликвидации несанкционированных свалок и по соблюдению правил благоустройства и иных требований, предусмотренных законодательством по обращению с отходами. Следуя прогнозам синоптиков, настоящая весна с плюсовыми температурами придет вместе с маем, но к масштабной уборке после долгой зимы приступят лишь, когда растает весь снег. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан.
И еще о погоде. Усиление ветра прогнозируют сразу в нескольких районах республики завтра. По информации Управления гидрометеослужбы, днем в Ленском, Мирнинском и Алекминском районах ожидается ветер до 15-20 метров в секунду. В Колымо-Индигирской группе на юге, юго-востоке, северо-западе, Нижней Лене будет умеренный снег. На остальной территории местами небольшие осадки, возможен порывистый ветер до 9-14 метров в секунду. Герои якутской сказки «Старуха Талтал» предстали перед маленькими линчанами в новом свете. Прошел показ спектакля детской театральной студии на сцене Центра доп. Образования СРГ. Играют дети для детей. Посмотреть спектакль пришли воспитанники детских садов и наш корреспондент Анна Кожевникова. Кукольный театр – это особый вид искусства. Здесь артистов не видно, а их актерское мастерство оценивается зрителями заочно. Перед ними стоит особая ответственная задача – правильно показать своих героев. В театральной студии «Кукла плюс АМ» у Марины Мерзляковой занимаются детки от 5 до 12 лет. Но в этом году появилась самая юная актриса, ей всего 4 года. Конечно, у дошкольников и учеников занятия разграничиваются, но в спектаклях они встречаются за ширмой и прекрасно взаимодействуют. Пришел походить, мне реально понравилось. Тут очень интересно, занимательно, увлекательно. Также мы учимся правильно говорить скороговорки. Я с самого садика хожу уже сюда. Мы играем в кукольные театры, учимся говорить правильно скороговорки. Мне здесь нравится, потому что здесь мы друзья, и я этим увлекаюсь. Студии всего 2 года. В этом году было принято решение поставить якутскую сказку «Старуха Талтал». Главные зрители у юного во всех отношениях кукольного театра в основном воспитанники детских садов. В этом году планировали гастроли в села, но пандемия помешала. В том году мы показывали спектакль, тоже для детей, дошкольников и школьников охватили. А в этом году решили, живем в Якутии и не показываем сказок якутских. Взяли такую сказочку. Наши преподаватели ИЗО помогли нам выполнить куклы. То есть, в общем, участвовало очень много людей, очень много педагогов помогали нам. И еще есть у нас, ведем мы сетевой город, мы работаем с детским садом «Лучик». Там старшая подготовительная группа, еще и там у нас есть кукольный кружок. Играть в спектаклях нравится всем. Кто-то только пробует себя, а кто-то уже актер со стажем. Мне нравится ходить в кукольный театр и в школу. Мы в театре играем в сказки красивые. А у меня еще была роль волком играть, а еще и медведем, когда меня записали. Нас учат показывать театры, учат правильно произносить скороговорки. Мы там рисуем. И много чего другого. Делаем упражнения глазами, руками. Различные упражнения помогают развивать речь. Кукольный театр пользуется успехом и у зрителей представлений, и у юных актеров. Здесь они приобретают нужные в жизни навыки коммуникации, правильно поставленной речи и, конечно, учатся актерскому мастерству. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Помните о безопасности, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и оставайтесь на нашем канале.